В школах развитых стран Азии детей давно учат простым навыкам. Это помогает им быстрее адаптироваться ко взрослой жизни. В этих странах считают, что обучить ребенка легким, но жизненно важным навыкам проще и эффективнее. Теперь это станет основой и для новой системы образования Кыргызстана. Основа нашей новой системы заключается в развитии простых, но жизненно важных навыков. Научить детей общим правилам поведения в социуме намного эффективнее. Это требование времени. Практика развитых стран доказывает, что это действительно работает. Таким образом, учащиеся 5 и 8 классов будут получать практические знания больше, чем когда-либо. Это научит их самостоятельности. Путем повышения интереса к учебным предметам также можно дать направление ребенку. То есть, еще учась в школе, подросток сможет определиться с выбором своей будущей профессии. Например, есть такая тема, когда мы этот вопрос обсуждали, на изучение состава воды Сингапур дает очень много часов. А наши сказали, а зачем? Мы же в течение нескольких минут могли бы, какую воду можно использовать, какую воду нельзя использовать. А по методике Сингапура дети сами должны определить. Брать воду из океана, например, там же океан, а у нас, например, в городе из арыка, может быть, из источника, из канала. Дети сами должны определить, можно ли использовать эту воду. Это знание всю жизнь остается с ними. Повышение интереса к учебе путем практики также помогает сформировать характер подростка. Если старая программа была направлена на зубрирование и запоминание основной информации, то новая рассчитана и на развитие подростка как личности. Таким образом, 12-летняя система образования окажет значительное влияние на мировоззрение подростков. Больше внимания уделяется на эмоции ребенка, на формирование характера ребенка, например, настырность, настойчивость. Есть отдельные темы именно по формированию таких качеств. Я это поддерживаю, потому что характер ребенка, например, если мы формируем настырного ребенка, он сам может достичь, осваивать эти знания. Стоит отметить, что страна не переходит к категорически новой системе. Она была и раньше, только теперь называется 12-летней. Теперь нулевые классы станут первыми, которые также будут обучаться по системе дошкольной подготовки. Аймерим Назарова, Мирлан Джанубеков, ЛТР Бишкек.